Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук. Мы працягваем наши стрымы са студыі Еўрады, як звычайна абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І пасля недоўгага перапынка, што не можа не радаваць, у нас ізноўку у гасцях прадстаўнік ініцыятывы Белпол Владимир Жыгар. Добрый дзень, спадар Владимир. Добрый дзень. Ну, неяк мы потрапілі ў такі прамежак часу, калі ваше папярэдняе такое вельмі гучнае расследаванне ўжо выйшло і прайшло пэўна часу, колькі некалькі тыдняў. Новае расследаванне я бачу, што ўжо в працэсе. Ну, прынамсі, такія кадры здымкі са здымкаў у шортах ужо потрапілі ў сацыяльныя сеткі, выклікалі жартаўлівае абмеркаванне, скажем так. Але давайте, можа быть, мы агулам пачнем з такога абмеркавання тэмы. Калі браць вашыя папярэднія расследаванні, які вынік усё ж таки быў ад іх, які фідбэк, якая рэакцыя, як з аднаго боку адтуль з Беларусі, калі яна была, так і замежных партнёраў? Ну, наверное, здесь надо начать с Беларуси, потому что мы общаемся с различными, то есть не только, скажем так, с теми, кто до сих пор находится в системе так называемого МВД. Мы общаемся с простыми белорусами, там был, скажем так, очень хороший фидбэк, и люди понимающие, очень хорошо отнеслись к этому материалу. Если говорить в целом про результаты, то за последние несколько месяцев, вот с момента выпуска расследования и после выпуска, было введено несколько пакетов санкций. То есть в первую очередь мы говорим про санкции США, которые были введены. Там можно найти большое количество компаний, о которых мы говорили в своем расследовании, не только в расследовании про непосредственно этот оружейный барон, но и расследование тот же самый Мкадор. Есть два кейса 14-го пакета европейских санкций, куда попал Белома и уже, скажем так, хорошо известная компания китайская Shenzhen 5G. И здесь тоже стоит так отметить, что в обосновании именно принятого пакета в отношении Белома, то есть кейса, там, можно сказать, идет полностью наш сценарий. Ну, там идет конкретно указывается про приводное контактное устройство ПВКУ 210. И вот особенно тоже хочется сказать про Шэньчжэнь, потому что эта компания попала сначала в американские санкции, европейские, и уже потом был принят японский санкционный пакет, в который тоже попала эта же компания Shenzhen 5G High-Tech Innovation. То есть можно сказать, что за последние полгода мы смогли, благодаря партнерам, благодаря вот такой публичной деятельности, мы смогли ее обложить санкциями. И это очень хорошо, потому что это очень важная компания для режима Лукашенко, которая поставляла не только санкционные товары тому же самому Мкадору, Салео, она также поставляла товары двойного назначения и непосредственно определенные детали, которые прямо шли в последующем, то есть в интересах Министерства обороны России. Также есть, если не ошибаюсь, 28 июня были введены определенные ограничения Южной Кореи. То есть там попало, если не ошибаюсь, 245 наименований товаров, которые запрещено продавать в Беларуси и Россию. То есть и отдельно, опять-таки, отметим, что тут идет речь о станках металлообрабатывающих, то есть о лазерах, о датчиках. То есть это все то, о чем мы говорили в своем расследовании, говорили в своих различных там постах, в Телеграме, на сайте. Это все то, что очень нужно Лукашенко, все то, что они сейчас производить не могут, и все то, что им приходится закупать в других странах через различные компании прокладки, через других поставщиков, которые работают в Беларуси, для производства чего-либо в интересах армии русских. Вот вы зараз назвали некалькі кампаній, фірм, якія потрапілі по выніку вашего расследования под санкцыі еўрапейскія і амерыканскія, але
Я так разумею, у вас ёсць звесткі про тое, ну я разумею, что не пра ўсе далёка, але наколькі ўсё ж таки шырока беларускія прадпрыемствы зацягнутыя вот у гэтую сферу працы на расійскія ВПК, скажем прямо. Ну, скажем так, готовясь к сегодняшнему стриму, я уточнил у своих коллег, то есть какая на сегодняшний день цифра. И если там еще несколько недель назад мы говорили, что эта цифра там близка к там 300 там компаний, то сейчас это уже больше. То есть это там условно, там, если не ошибаюсь, 321 компания, которая работает в интересах либо по обходу санкций для России или для Беларуси, либо это непосредственно поставка различного рода оборудования, изготовление различного рода там деталей, узлов, механизмов в армии, в интересах армии России. И с учетом того, какая у нас есть информация, и с учетом того, как мы ее обрабатываем, с высокой долей вероятности к зиме, может быть, там, к Новому году, эта цифра удвоится. И я посмотрел так... За кошт чего? Ну, то есть это удвоится это, потому что мы обрабатываем информацию. То есть мы обработаем, мы найдем еще дополнительные компании. Те, которые уже працуют, но просто вы про их еще не ведаете. Ну, да, потому что информации очень много мы получаем из Беларуси, мы получаем много различных, скажем так, важных документов, и работа идет, и каждый документ обрабатывается, и, как мне объяснили, что с высокой долей вероятности это число удвоится, и с учетом того, что вот я кратко посмотрел, какие там есть компании, ну, по самому минимальному, то есть так вот, там в среднем будет работать по 500 человек. И несложно посчитать, какое количество белорусов будет работать, то есть работает на этих предприятиях. И если к этому добавить еще, например, тех же самых там карателей, если добавить тех же самых, там, не знаю, пускай марионеточную, но армию Лукашенко, если добавить к этому чиновников, БРСМовцев, ну, в целом выйдет достаточно неплохая такая цифра. И с этим тоже необходимо считаться, это тоже нужно иметь в виду, что ситуация вот такая, и с этим необходимо что-то делать, и все эти компании, безусловно, все без исключения должны попасть в санкционные списки, невзирая ни на какие последствия. Потому что сейчас белорусская экономика очень сильно зависит от производства чего-либо в интересах русских. Это что-либо, как правило, это имеется в виду то, что предназначено для фронта. И здесь, ну, нет других вариантов. И мы должны действовать именно так, невзирая ни на что, потому что... Ну... Что вы маете на увазе, вот я аккуратно хотел удокладнить, что вы маете на увазе под словами «не глеючи ни на что»? Несмотря на то, что, например, будет проседать белорусская экономика, либо будет проседать непосредственно, вот, разоряться будут эти компании непосредственно. То есть мало того, что вы вот кажете проседать белорусская экономика, что вы, як это, я цитую, с закликами до санкций и про санкции штурхаете Беларусь у абдымки до Кремля, то вы еще и за тое, каб горш жил звычайный белорусский человек. Ну, давайте так. Эти люди же производят что-то. Эти люди производят что-то. И они кормят семью. Ну, у них, у каждого человека есть выбор. И у нас, и у меня лично был когда-то выбор. И я его сделал. И здесь, ну, давайте посмотрим правде в глаза. Сейчас, если что-то производится в Беларуси, это потом идет на фронт. И даже если один человек погибнет, это уже очень плохо. Это нужно иметь в виду и нужно понимать. А если говорить про экономическое состояние, так Лукашенко очень сильно сейчас зависит от того, что производится в Беларуси, если брать с точки зрения каких-то вот именно взаимоотношений с Путиным. Если говорить с точки зрения там экономики, то действительно тоже очень сильно зависит белорусская экономика от этого. И если идет речь о том, чтобы условно там разорить, ну, условно, какой-нибудь Белома, Пеленок, ну, и спасти при этом жизни... Ну да, потому что, ну, а как иначе? Какие у нас есть варианты? Давайте, да, я понимаю, что очень много таких вот людей у нас говорит о том, что давайте там снимем санкции. Ну тогда давайте на каких-то конференциях, встречах вы подойдите к украинцам и скажите им об этом.
о том, что да, вот мы сейчас, да, ну, мы все понимаем, однако пускай там какие-то лазеры, пускай какие-то станки поступают в Беларусь, из них потом что-то производится, ну, условно, там те же самые прицелы, ставятся потом они на танки. Ну да, ну вот как-то так. Тогда не говорите про поддержку Украины. Немножечко это неправильно, на мой взгляд. Калі вы зараз маеце на ўвазе ліст, які быў напісаны і разасланы еўрапейскім усім лідарам ад еўрапейскай Беларусі за подпісам Зянона Пазняка і Паўла Усава, то вот перад вами у нас быў эфір з Усавым, дзе я яму задаў гэтае таксама пытанне, і ён сказаў, што прадпрыемствы, якія канкрэтна працуюць на расійскае ВПК, яны мусяць быць пад санкцыямі, пад санкцыйнымі спісамі. Але не вось гэты санкцыйны пакет, які зараз ёсць, дзе больш за палову падсанкцыйных тавараў гэта нейкае дзівоцтва кшталту там гузікаў, туалетнай паперы, тэлефонаў, абутку там ці яшчэ што-небудзь. Я уже не кажу про выезд з Беларусі на беларускіх аўтамабіляў на беларускіх нумарах. Ну, если говорить про автомобили, то скажу так, мы относимся к этому никак. Ну, то есть ни хорошо, ни плохо, мы просто принимаем, что вот это именно так. И слушайте, ну прымаць гэта позиция некая такая. Ну, мы исходим из того, что это уже есть. Сейчас необходимо, например, найти механизмы. Я, конечно, понимаю, можно писать письма, неизвестно от кого, неизвестно кому. Это вядома от кого, и это не просто письма, это выявление позиции. Ну, отлично, только так это не работает, потому что западные страны, ну, они же понимают, что прошло 4 года после событий лета 2020 года. Уже более 2 лет идет война. Миграционный кризис. Те же самые проблемы, которые создает Лукашенко с точки зрения безопасности для западных стран. Но они реагируют в первую очередь с точки зрения своей безопасности. Но у белорусских демократических сил, ну, опять, можно писать письма, сидеть потом на диване и ждать, что кто-то там что-то сделает. Так не работает. Но у белорусских демократических сил есть инструменты. И вот эти инструменты необходимо... У кого конкретно, что это так вельми образно, широко сказано, демократичных сил. Ну, хорошо, например, даже... Вот мы с вами тоже силы демократичные. У нас с вами есть это инструменты? Ну, у меня, да. Но... Ну да, то есть, если хорошо, это можно говорить так, Белпол, например. Есть инструменты, которые бы помогли тем же самым европейским странам немного себя обезопасить. Но мы общаемся, как правило, с различных странах, с представителями государственных органов, ну, исполнительной ветви власти. Здесь нужно, чтобы белорусские политики работали, то есть и вносились изменения в определенные, то есть законодательные акты тех или иных стран Европейского Союза. И опять-таки, ну у нас же принято как, что вот есть Тихановская, ну вот пусть она всем занимается, там визы, паспорта, там студенты, еще что-нибудь. Вот она пускай всем занимается. Но когда ты просто заходишь в Facebook и смотришь, сколько у нас политиков на квадратный метр, ну, у нас, мне кажется, что есть их много. И... Ну, на пляцоўкі, дзе можна выказаць гэтыя ўсе вот, ну, скажем, паспрабаваць абараніць інтарэсы беларусаў, запрашаюць толькі Тихановскую, а не палітыкаў з Фейсбука. Ну, это проблема Тихановской или это проблема этих политиков, которых не приглашают? Я думаю, что и были у нас даже такие моменты еще... там, год назад, когда ну, приходилось буквально стучаться, караулить определенных людей для того, чтобы донести свою позицию. И если она стоящая, если у тебя есть конкретные аргументы, есть конкретные предложения, то едва ли тебя просто отшвырнут и не будут тебя слушать. И опять-таки, у нас они есть. У нас получается как? Вот политики, ну, помимо Фейсбука, часть у нас занималась координационным советом, пыталась там выстроить, как-то его немножечко починить или оздоровить. Ну, я думаю, что там, в принципе, идет неплохое движение в нужном направлении, но пока это все равно выглядит так, что 3 шага вперед, 1 шаг назад. Это вы зараз таки добры стали от дачынення до координационного совета, тому что у вас там Кабанов есть. Не, ну Кабанов вообще не от нас, он от народный репортер, и тут мы никак нет. Это, ну, просто я вижу, какие изменения происходили. Хотя бы то же самое голосование, которое там было рейтинговое, это вообще отдельно. Но опять-таки есть и шаги назад.
И я вот время от времени так почитаю чат КС, это, конечно, ну, сейчас похуже, но было очень весело, очень весело. Некоторые у нас политики, да, сидят на диване и говорят о том, что все делают все плохо, все делается не так, как надо. Они, конечно же, тоже не говорят, ну и они же и не делают. Ладно бы они там боялись, что вот я никому не скажу, чтобы мою идею никто не перехватил. Но они же и сами ничего не делают. Ну, а часть у нас вообще выступает против санкций. И как это было... вот видите, до чего довели санкции? Мы не можем выпустить книгу Гарри Поттера на белорусском языке, понимаете? Ну, и ты так смотришь на это и говоришь, ну, это серьезно? Это человек серьезно говорит, что вот книга Гарри Поттера на белорусском языке не выпускается, санкции плохие, их нужно отменять. Ну и получается, что не все, конечно же, Тихановская или там офис Светланы Тихановской он успевает делать, но опять инструменты определенные есть. Их можно довести до партнеров, там, гласно, негласно, этим пользоваться. И без конкретики, но такие инструменты есть. Может быть, в будущем это поможет. Владимир, все ж таки вы неяк так троху соскочили с тэмы вось гэтага санкцыйнага пакета, які ударыў конкретно по беларусах. То есть вы сказали, что да, вот с машинами вот принято, что вот, то есть вот вы на якой позиции стоите? Это правильное, неправильное рашэнне? То есть я разумею, яно ёсць, то есть ёсць дадзенасць, але что рабіць далей? Сказать, ну ладно, ёсць так ёсць, ці ўсё ж таки домагаться? Опять-таки, у нас есть инструменты, и ты должен прийти к западным партнерам и сказать, что понятно, вы безопасность свою, вот это для вас самое главное, номер один. У нас есть свои вопросы, и понятно, вы избраны не нами, вы отталкиваетесь от мнения общества, но у нас есть для вас инструменты, чтобы как бы и волки сыты, и овцы целые. Давайте как-то вместе. Но опять-таки, это надо, чтобы политики над этим работали, и едва ли здесь одна Тихановская может решить этот вопрос. И здесь нужно все вместе предлагать. Мы работали по этому направлению год, но повторюсь, мы работаем с представителями другой ветви власти. И определенное, скажем так, движение в нужном направлении там есть, но этого недостаточно, потому что вот один такой санкционный пакет, он не то чтобы сводит на нет всю работу, но это уже понятно, что необходимо совсем по-другому, именно вот с точки зрения вот политиков, подходить к решению данного вопроса. Ну, решение, на мой взгляд, есть, и это было бы выгодно для всех, потому что опять... Ну, где оно есть? У кого оно есть? Ну, в целом оно то есть написано... наше бачение есть, да? Ну, у нас какое есть. Еще треба... Мы его довели до офиса Светланы Тихановской, и надеюсь, что мы сможем его реализовать. Мы сможем, в всяком случае, мы попробуем его реализовать, потому что некоторые удачные единичные кейсы, они есть. И здесь нужно сделать просто такую систему, для того, чтобы это работало, чтобы, ну, потому что... Ну, а можете больше конкретно? Какие пропановы ваши? Ну, смотрите, давайте так. У нас же есть базы данных белорусов, и они очень обширны. И у нас очень много информации с Беларуси. Так почему же нам не использовать это во благо белорусов? То есть, умовно кажучи, вось ёсць база усіх беларусаў, и каля кожнага поставить там плюсик ці мінус. Этот я бацька, а этот свой, и гэтыя базы павінны быть на памежных пераходах. Не памежный переход. Ну, где же в первую очередь мы говорим о чем? Что, например, выдаются визы. Мы же тоже должны понимать, с одной стороны, что страны Запада, они же не понимают, там, кто едет, как едет. Но потому что мы опять возвращаемся, например, к истории господина Чивеля и лаборатории аддитивных технологий. Вообще отличный мужик. Ну, с точки зрения некоторых, на Западе у него компания. В Беларуси никакого отношения к ВПК не имел. Жена живет в Сент-Этьенне, сын в Вильнюсе. Ну, а чего ему не дать визу? А как его проверить? А как проверить, что человек работал, например, на легендарную организацию Ларискор? Ну как проверить? А потом мы говорим, ох, у нас тут агентура. Ну так понятно, если визы выдавались или выдаются вообще бесконтрольно. Ничего в этом плане не понятно. Такие, как Чивиль. Вот помните, год назад, когда поднимался вопрос
о верификации белорусского бизнеса. Тогда аж поднялся хай, да как так можно? Да что это там себе позволяют? Так вот, с точки зрения тех, кто был против этой верификации, такие как Чивель, это классные ребята. Еще раз повторю, есть компания французская, в Беларуси мужик крутится, жена там во Франции, сын в Литве, сам он туда-сюда катается. Ну, отличный человек, с точки зрения тех, кто ничего об этом не знает. А когда ты показываешь, на кого и как работает вот эта компания, лаборатория аддитивных технологий, ну, ситуация меняется. Но тогда эту идею, год назад, из-за вот этого, скажем так, шума, ее дальше, она не получила дальнейшего продолжения какого-то такого логичного. Ну, а лагічна, я памятаю гэтую гаворка пра верыфікацыю бізнеса вёл Буры, это Аба і гэтак далей. Былі крытыкі гэтай сістэмы. А як правяраць? Хто будзе правяраць? Ну, вот это нужно всем собраться и решить, потому что условно взвалить на себя не то чтобы ответственность, но такую достаточно тяжелую ручную работу, ну, это сложно. Но цель-то нам понятна. Мы и так делаем некоторые вещи, которые, ну, бывает сложно описать, но никто, допустим, до этого никогда не вводил конкретно там кейсы там, японские, там, не продвигал, не общался, не настаивал. Однако это получается. Никто не мог подумать о том, что там в 2020 году я не мог поверить, что все базы милицейские могут быть украдены, то есть забраны, взломаны. Однако это тоже есть. Поэтому здесь просто нужно садиться, думать, решать этот вопрос. Потому что если у нас есть инструмент, если у нас есть цели, мы понимаем, зачем это нужно, то надо как-то постараться это сделать. Потому что, опять, на примере того же самого бизнеса это можно было бы опробовать. Потому что, ну да, огромное количество таких вот... Такой же Чивель, он же ж не один. Проблема санкций, которые были, вот вводились до... ну, скажем так, до лета прошлого года там, или до осени прошлого года, заключалась в том, что вводили санкции против крупных белорусских предприятий, где особенно там никакой доказательной базы было не надо, потому что все и так лежит на поверхности. Эти санкции работают. И это мы можем как бы официально заявить. И все те, кто говорит, что санкции не работают, нет, они работают. Только режим к ним очень, ну, не то чтобы прямо быстро, но адаптируется. И он обкладывает эти крупные предприятия более мелкими. Они начинают путать схемы. Поэтому нужно продолжать такое санкционное давление. Но из этих вот всех мелких компаний многие же вообще не имеют никакого отношения ни к государству, там, с точки зрения там, владения какой-то там акцией. Многие из них не очень большие и руководители этих организаций. Там, некоторые там, заместители руководителей спокойно ездят и торгуют с Европейским Союзом. И если не знать этих людей, то как понять вообще, кого ты тут, с кем ты собираешься здесь налаживать какие-то контакты? Для этого нужно людей проверять. Увы, мы сейчас находимся в таком времени, у нас такие обстоятельства, что невозможно просто сказать, да, ты там с Беларуси, ты там за режим. Не за режим, все тогда, пошли. Нет, так это необходимо проверять. И это достаточно такая скрупулезная, это такая нелегкая работа. Но если мы понимаем, зачем, если нужно условно проверить, я так очень, очень условно говорю, что там 100 тысяч белорусов для того, чтобы там какая-то часть там, карателей, судей, каких-то там, торговцев на крови, таких как Чивель, не попали в Европейский Союз, ну что ж, это нужно делать. Только это делать нужно не думая, что там Белпол, они там сами все сделают, а мы дальше будем тут рассказывать о интересном. И рассказывать, что небо голубое, трава зеленая, а вода мокрая. Это здорово, но надо всем этим заниматься. У нас очень многие говорят, очень многие, но очень немногие конкретно что-то делают. Тема санкций таким все ж таки вот я вернуся до вот этого апошняга пакета и да, ну как бы по делу, что сапраўды прадпрыемствы, якія працуюць і можа быть товары, якія маюць подвойнае значэнне ці могуць мець, безумоўна, яны павінны
тут санкцыі, а тут как бы немагчымасць іх ввесці ці вывесці. Але калі паглядзець сапраўды апошні спіс, у вас не выклікае здзіўлення, што вот ну ён нейкі довольно таки дзіўнаваты? Он довольно не то что странный, он довольно жесткий, потому что нужно в первую очередь понимать, что все это происходит из-за Лукашенко. Никто другой не виноват в этом, кроме Лукашенко. Не, Владимир, ну вы это самое, все ж таки не юноша, как бы там с обзором гаражчым, романтычны. Вы ж разумеете, что все выдатна ведаюць от самого пачатку, что гэта пазняк усіх сілай прымушаў гаварыць по-беларуску и даваў чемодану руки, чемодан вокзал Россия. Гэта Тихановская зараз усіх садзіць у турму, и гэта Европейский Союз виноваты у закрытии межаў и санкциях, а не Лукашенко. Ну, это очень просто считать так. Это очень просто, и я, ну да. Ну, не только там этот список можно на самом деле... Это да, это я... Там все, что только... Да. Ну, это ж вот так как бы же, да. И люди так лишат. Так оно и есть. Так вот, у нас есть много различных и в этом плане механизмов. У нас есть блогеры, у нас есть независимые СМИ. Причем прям на любой вкус. И люди должны об этом говорить, что если вас развернули на границе, то это не проблема Европейского Союза. Это не проблема, это не вина Тихановской или еще кого-то. Это вина Лукашенко. И вы должны понять, что все ваши беды, вот все, это все из-за него. И его необходимо, да, санкции жесткие, но его необходимо душить. А что ж делать? То есть вы не только за вось гэты санкцыйны пакет у такім выглядзе, але нават калі будзе наступны, каб ён быў яшчэ больш жорсткі. Я не могу сказать, что мы выступаем, что мы там лоббировали его как-то или там мы интересовались. Мы знали, что что-то будет, но опять-таки не было никакой конкретики, что там конкретно будет. Потому что если брать 14-й пакет, то так получилось. Мы нашли другие способы, механизмы общения с европейскими партнерами. И когда мы начали общаться, мы поняли, что никаких новых компаний белорусских, либо вообще белорусского, там, каких-то белорусских кейсов в 14-м пакете на апрель 2024 года вообще ничего не должно было быть. То есть там только вот шли разговоры про вот эту вот гармонизацию, и то ходили только разговоры, а белорусских не было. И это нас тогда очень сильно и удивило, и так, мягко говоря, расстроило, потому что, а как так? И мы в последний вагон уходящего поезда мы смогли запрыгнуть, и Белома, и то же самое Шэньчжэнь попали, потому что... То есть прадпрыемствы, якія конкретно працуюць на российское ВПК, у санкцыйны спіс не потрапілі. Ну, они попали уже. Зато, умоўна кажучы, гузики и туалетная папера, забароненная до провоза, пропали. Попали. Потому что это... Так сработала эта синхронизация. И здесь, кстати, будет, может быть, очень... надеюсь, во всяком случае, что оздоровленный КС сможет как-то тоже на это повлиять, потому что, все-таки это такая политическая структура, и они смогут узнавать, что там будет, как там будет, чтобы как-то это все регулировать. Потому что, не надо думать, что некоторые там представители каких-то там структур или организаций будут знать все, контролировать все, или они там все лоббируют. Так говорят люди, которые не понимают вообще механизма того, как это в принципе работает. Повторюсь, никакие там санкционные списки, книжки в общих чертах, так это не работает. И не надо думать, что в конечном итоге это все так очень легко и просто. Там ввели, отменили, туда-сюда. Нет. И мы понимаем, что эти уже санкции есть. Сейчас их отменить, ослабить их невозможно. Это создает проблемы для белорусов. Эти проблемы создал для них не Европейский Союз, а Лукашенко. Всем тем, о чем мы говорили. Участие в войне, миграционный кризис, фальсификации выборов, чуть ли не геноцид фактически белорусского народа. Вот все эти проблемы создал режим. И об этом мы все должны говорить. Потому что, да, я слышал
о том, что пропаганда будет этим пользоваться. Так а чем мы хуже, чем мы не можем, что мы не можем контрпропаганду, мы не можем вещать с каждого утюга, что это он виноват, и все проблемы у вас, от него. И решение, по-моему, лежит на поверхности. Нет его, нет проблем. Есть он, есть проблемы. Я вам скажу, якое рашэнне ляжыць на паверхні для звычайнага чалавека, які, можа быць, разумее, что виноваты Лукашенко, але у якога нема визы, нема магчымасці поехать, нема магчымасці нешта там привезти, нема магчымасці, дзякуючы, можа быть, вот этому вот гандлю вести свой маленечкі бизнес и кормить таким чынам сям'ю, а не на заводзе ці там на прадпрыемстве, якое працуе на расійскіх вайскоўцаў. Что ему рабіць? Ён, хочаш не хочаш, як правильно заўважыў Геннадзь Коршунов, будзе паварачвацца ў бок России, пачынаючы ад того, что там-то я могу зарабіць, туды я поеду, я не могу отправить свайго дзіцё вучыцца у Европу, потому что немагчыма студэнцкую візу атрымаць. Я ведаю, колькі людзей зараз бацькоў хвалююцца, паспеюць ці не паспеюць, потому что дзеці ўжо залічаныя, умоўна кажучы, у польскія ліцэі, не могуць атрымаць візу, каб сюды приехать. Но яны поедут в Россию учиться. А скажите, а много ли было таких белорусов, которые вот вообще когда-то этим пользовались? Вот я жил в Бресте, да, то есть близко там, Польша, и жил я в Мозыре. Так вот, если из брестских моих знакомых, там, пускай, 5 из 10, 6 из 10, там ездили в Польшу. В Мозыре ни одного. Никто не ездил в Европу. Ездили либо в Украину, либо в Россию. Кто-то там на заработки, на закупы, так мы ездили очень часто в Украину. На мой взгляд, это никак вообще не влияет. То есть, если нет у человека денег, нет у него возможности, чтобы его ребенок учился в Польше, то это его, конечно, не касается. Но ровно так же очень многих не касалось в августе 2020 года или летом 2020 года, когда избивали людей. Они закрывали окно и такие, да, там, это вообще меня не касается. И многих также не касалась война в Украине, которая началась. Да, там что-то там, не понятно. Наверное, сами виноваты, не знаю. Политика — это грязное дело. Господа, у нас сложная ситуация. И простых решений, при которых все будет хорошо. Никаких проблем. Ни для кого. Все будет работать. Нигде мы не будем идти на риск. Никто не будет страдать или... Такого не будет. Мы сейчас имеем дело с 30-летней диктатурой, которая как раковая опухоль пронизала все наше общество. И когда говорят, что вот, я понимаю, многие говорят, что вот, люди будут ездить с Беларуси в Европу, они будут насыщаться демократией, они будут смотреть, как здесь все хорошо, возвращаться в Беларусь, видеть, что там все не так, как вот в Европе, и будут как-то пытаться менять. Нет, так это, скорее всего, не работает. Не скорее всего, точно, потому что, на меня, например, никак не повлияло в свое время посещение Европы. И у нас в команде достаточно людей, которые вообще никогда не ездили. Это немножко не на том уровне работает. Добра, у нас неяк мы незаўважна з вами паўгадзіны прагаварылі. Скажите, ўсё ж такі, я прыгадываю, задаваў учора пытанне Латушку з нагоды таго, на якім этапе ягоныя гэтыя звароты у Гаагу, у крымінальны суд з нагоды атрымання ордера, выдачы ордера на Лукашенку. А я да вас, вот тыя факты, якія вы збіраеце пра тое, як рэжым працуе і дапамагае вайне ва Ўкраіне, гэтыя факты нейкім чынам дапамагаюць, спрыяюць, увогуле трапляюць у гэты кейс, умоўна кажучы, латушкінскі накорт ордера? В латушкинский кейс, наверное, нет. Я умовно сказал, то есть на эту справу, на выдачу ордера. Мы не обо всем, что мы делаем, можем говорить. Почему? Потому что очень многие вещи, даже те же самые санкции, они любят тишину. Зачем приходить, хорохориться, рассказывать, да мы вот тут, мы там туда послали, сюда поехали. Нет. Если это касается, именно конкретно такой вот очень такой специфического вопроса, как Международный уголовный суд.
Могу сказать так, что определенная работа ведется по этому направлению. Она идет по немножко другому треку, не такому, как... она как бы и связана с войной в Украине, но и не связана одновременно. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы сможем получить очень надеюсь, что мы получим хорошие результаты по данному направлению. Но пока это все, что я могу сказать. Потому что, давайте не будем загадывать. Пускай это что-то случится, и тогда уже можно будет прийти и вот поговорить уже об этом. Все мы чакаем, коли что-то случится, и мы радостно сядем глядеть «Лебединое озеро». Правильно, ждать классно. Я знаю, что многие ждут, а мы стараемся это делать, и не всегда есть возможность об этом говорить, потому что это не только потому, что нас об этом просят партнеры, но просто потому, что это то повышенное внимание к этому вопросу, которое на самом деле не делает ситуацию лучше, особенно с точки зрения Беларуси, потому что когда какому-то вопросу есть повышенное внимание, тогда получение информации об этом вопросе становится более проблематичным. Коли можно сказать, коли уже там будучыню закранули троху, чарговое расследование, пару там, может быть, каких инсайдов. Окей. Это будет расследование не одно. Так получается, что впервые мы вообще никак не уложились в вариант одного расследования и даже двух расследований. Это будет расследование о коррупции. Естественно, там будут фигурировать огромные цифры. Естественно, это будет связано абсолютно с Лукашенко. И мы покажем на очередном примере, то есть, можно сказать, после резиденции «Восток», после украденной земли в Красной Поляне, мы покажем о том, вообще, что значит коррупция с точки зрения конкретно одной персоны Лукашенко. Я очень надеюсь, что это будет интересно. Мы это снимали, сейчас идет процесс монтажа. Но опять-таки, это только будет видимая часть нашей работы. Есть еще та невидимая часть работы, которая идет, она уже идет несколько месяцев. Надеюсь, что она будет закончена где-нибудь осенью. Может быть, раньше, тут уж как карта ляжет. И это опять то, что некоторые говорят, что «а зачем эти расследования?» Просто возьмите расследование оружейной барон и обоснование санкций по Белому. И все, и вопросов больше не будет ни у кого, я так думаю. Хотя некоторым ты хоть что не делай, а они все равно будут критиковать. Но порой определенную информацию необходимо опубличить для того, чтобы была возможность ее использовать некоторым. Накрутил, так накрутил. Заинтриговал добро, короче кажучи. Потому что нет единого какого-то способа, нет методичек хваленных, есть понимание того, как работают определенные процессы, и многие, там, скажем, страны и работают они по-разному, и необходимо подстраиваться, и бывает, мы делаем такие расследования, как там про резиденцию, 18-ю, там, где ёршики и котики, собачки. Это просто показатель того, чтобы они знали, что мы знаем. А есть более такие глубинные, скажем, разработки, когда просто выходит расследование, все думают, это прикольно и интересно, но это является определенным звеном в определенной цепи определенных событий, которые приведут к какому-то, пускай, может быть, большому, может быть, не очень большому результату. Тут кто может судить, потому что кому-то кажется, что санкции — это ничего. Но санкции на самом деле работают, и нужно давить, и мы видим то, что сейчас важно, если возвращаясь к санкциям, сейчас очень важно, чтобы все-таки перекрыла Польша транзит грузов по железной дороге, и необходимо делать все для того, чтобы это произошло. Потому что Лукашенко не несгибаемый. Он хочет показать всем, что он такой, но он не такой. И если он отдал того же самого украинца Швеца, сейчас он отпустил политзаключенных некоторых.
то надо не говорить, все, давайте так, все, санкции, баста, хорош, все, давайте мы, то есть нет, нужно давить до конца. Вот сколько есть сил, сколько есть возможностей, каждый на своем каком-то отдельно взятом участке давить и сдаваться тут, и говорить, что все закончено. Нет, ничего не закончено. Владимир, а вот цікава, санкцыі, ну, працуюць, не працуюць, а вот ці ёсць, можа быць, якія-нибудь падтрымліваеце контакты там з калегамі былымі? Як вот у міліцыі вот гэтыя людзі успрымаюць вот всю эту ситуацию, вот санкцыі, вот яны адчуваюцца для іх ці не? Ці яны з-за того, что яны ў пагонах і раней не мелі магчымасці выязджаць за мяжу, а зараз тым больше? Нет, так там они никогда не имели. Там, как я уже неоднократно говорил, там был верх, это вышка была, это Египет. Как правило, все ездили в Украину, там единицы. Я знаю со своего РОВД, там, по-моему, только один ездил в Европу. И то там на автобусе, там туром. И все потом пробегали и говорят, ну как там, расскажи. Ну, это очевидно, но он там был такой интересный. На самом деле санкции, те, кто находится в системе, и те, кто поддерживает демократические изменения в стране, они говорят, нормально, хорошо, правильно, но как иначе. А если брать в целом, то ситуация в так называемых правоохранительных органах с точки зрения даже тех же самых заработных плат очень печальная. Практика покупки бумаги для принтеров, заправка картриджей для принтеров, все актуально на 100%. И условия сложные для, скажем так, выполнения тех или иных задач. Дома люди как не бывали, так и не бывают, а зарплаты, ну, вот, если дословно, то зарплаты очень не хватает, хотя, поверьте, там люди не те, которые, скажем так, очень сильно, у них там раздутые какие-то желания, нет. Добра, а можете патлумачыць? Я вот чым далей гляжу, тым больш у мяне перакананне, калі і 20-й год оно как бы показаў, что не все добра с нашей так званой праваахоўнай сістэмай, мягко говоря. Да, а чым далей, чым больш звестак прыходзіць про тое, я уже не говорю нават про вось этих эсэсаўцаў с губазіка, а про ўсіх астатніх. Такое адчуванне, што людзі пачынаюць атрымліваць задавальненне ад тых жорсткасцей і здзекаў, якія яны робяць. То есть тое, што і раней з цяжкасцю можна было назваць праваахоўнікамі, зараз канкрэтна ператвараюцца ў карнікаў. Вот як так? Вот што? З-за чаго? Гэта ж здавалася б адны і тыя ж людзі. Ну, потому что их очень многих долгие годы сдерживали. Там же когда-то было как, что если там условно там тебе сорвали погон там, или какая-то потасовка, если ты напишешь рапорт о том, что такое произошло, на тебя смотрели как, ну, что ты такое делаешь? Ты лишнюю работу делаешь, так называемый головняк. Это же надо сейчас какие-то проверки, это то, все, это следствие. Зачем это надо? Кому это надо? Такого никогда не было. И у тебя было... Ты был всегда неправ, всегда был ты неправ, если у тебя нет в качестве доказательства, то есть нагрудного вот этого дозора, то есть нагрудной камеры. Там был такой один сотрудник, который, помню, его на планерке там, конечно, я не помню, он был опером, а ушел, наверное, участковым с планерки. Но он приходит, и мне говорят, а что ты... Тут женщина на тебя жалобу написала. Он говорит, ну, я приходил, ее опрашивал. А у тебя дозор был? Он говорит, так слушайте, это был мой отсыпной. Но у меня материал, мне нужно было ее опросить. Она говорит, что ты там ее оскорбил, обидел, все остальное. У тебя есть доказательства того, что... Он говорит, так я ж дозор только когда я на службе, и то, когда там в суточном наряде. Он говорит, ничего не знаем, все. А как людей уничтожали за неправильное ношение маски во время ковида. Если ты пришел и не... То есть ДЭС-средством руки не вытер, и прошел в РОВД, сразу же был выговор. То есть людей вот так вот сдерживали, а потом некоторым дали волю. Потому что тут опять замазаны очень многие, но в таких действительно там, очень жестких там, задержаниях, избиениях участвует там определенная группа. Да, многие замазаны все равно там не выполняют какие-то поручения, они все равно составляют какие-то рапорта, протоколы. Но вот именно такая вот часть, там, нельзя сказать, что она большая или маленькая, просто часть.
вот участвует именно в таких именно брутальных задержаниях, избиениях. И это, как правило, очень такие проверенные люди, которым особенно уже и терять нечего, потому что они уже перешли все черты. Ну, але калі глядзець вот зараз даклады праваабаронцаў, напрыклад, па катаваннях у РОВД Мінска, так такое адчуванне, мало того, што ва ўсіх РОВД у жніўні 20-го года былі катаванні, так такое яшчэ адчуванне, што усім складам, ну, можа быть, камусьці пашчасціла, ён у гэты час быў адпачынку там ці яшчэ дзе-небудзь, хотя потым в 20-м я был задержан и находился, если не ошибаюсь, в Ленинском РОВД. Ну, это было, конечно, такое своеобразное ощущение, когда это называют автозак, но это не автозак, это конвойная машина. У тебя есть конвойная машина, и ты бежишь через и дубинки над головой свистят, а потом там стоишь, там мы стояли часов 5-6 на коленях на асфальте. Но там и были те сотрудники, которые все равно приходили, там сигареты давали, воду давали. Один, помню, говорит такой: я вообще не понимаю, что происходит. Ну, события 20-го года — это вообще, конечно, отдельная тема, потому что уже потом мы начали узнавать, там, уточнять, даже уже когда там все собрались в Польше, как это все было, другие там люди рассказывали, там было много алкоголя тогда у сотрудников, которым, опять-таки, которые развязывают не только язык, но еще и развязывают руки. И в том же самом Озерском РОВД пришел начальник, говорил, что ну, я уже тогда не работал, но, опять-таки, бывшие коллеги рассказывали, что он пришел и сказал: делайте все, что угодно. Сидит прокурор, там, начальник Следственного комитета, и делайте все, беру ответственность на себя всю. То есть не переживайте. Ваша задача просто решить вопрос. Добра, на завяршэнне. Ваше меркаванне по двух тэмах. Першае. Як вам бачыцца справа затрыманага і асуджанага да смяротнага прысуду грамадзяніна Германії Рыка Крыгера, і другое, агентура, вот, і, ну, магчыма, вот сітуацыя з тым же самым уже узгаданым не раз Латушкам, які зараз праходзіць па справе пацярпелага тут у Польшчы, нібыта тут вот рыхтаваўся на яго нейкі там замах там ці яшчэ што-небудзь. Наколькі гэта актуальная сапраўды тэма для актывістаў тут за мяжой? Ну, она... Вот вы не боитесь, что вам придут отпомстить за ваши расследования? Волков боятся в лес не ходить. Это раз. Я уже привык, это два. Я считаю, что действительно здесь есть те люди, которые, скажем так, могут относиться к той или иной агентуре, но думать, что они там будут физически... Ну, скорее, здесь могут беспокоиться более видные, скажем так, представители демократического сообщества. Но больше всего сейчас агентуру, либо людей, которые имеют отношение к режиму Лукашенко, интересует не белорусские диаспоры, не белорусы, которые находятся там за рубежом, активисты, а больше интересует именно военная составляющая, скажем так. Ну, это все, что я могу по этому поводу сказать. А по поводу Кригера, по нашему мнению, по мнению Белпол, это такая операция КГБ, ФСБ, скорее всего. И целью ее является обмен на российского сотрудника, агента ФСБ, который осужден на пожизненное заключение в Германии. То есть такая конкретная, ну, как бы, спецслужбы операцию свою организовали, да? Не больше за то. Почему нет, да. Потому что, ну, они неоднократно его хотели поменять. Ну, сейчас мало того, что есть на кого, так еще и ставка так серьезно там задрали ставки, что человек не просто там пожизненное заключение, а именно смертная казнь. И времени тут на раздумье, на какие-то там вот эти качели, подумать, что как, ну, особенно нету. Добра, дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Ну што ж, Владимир Жыгар, прадстаўнік инициативы Белпол, был с нами. Подписывайтесь на социальные сетки и YouTube канал Белпола. Я так разумею, что коли? Скоро.
скоро, хутка, праз пару тыдняў по маёй інфармацыі будзе чарговае расследаванне, не одно. Ну да. Не одно, так что вельмі гучнае. Я думаю, что як там классик сказал, будет очень интересно. Это мы сейчас про Петрухина, да? Ну, конечно, да. Ну что ж, и не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, расширвайте, коли для вас это бяспечна, натискайте на звоночек, каб атрымліваць паведамленні про наступные эфиры, и пишите комментарии. Живи Беларусь! Живешно.